В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. А главное сегодня. Патриоты Отечества. Бойцы 96-го полка Росгвардии отправились в зону проведения СВО. С заботой о самых маленьких. Множество акций, приуроченных к священному месяцу Рамадан. Пусть Всевышний примет от нас все наши благие деяния. Детям погибших сотрудников правоохранительных органов устроили настоящий праздник. Весенние работы. Лен – одно из самых неприхотливых растений. Однако, чтобы сохранить и повысить урожайность, в процессе роста его удобряют, чтобы защитить от сорняков и вредителей. В республике началась посевная кампания яровых культур. О технологии возделывания льна поделится Валентина Гусевская. Новая группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции в Грозненском аэропорту. Перед отправкой на передовую новобранцы, в числе которых и уроженцы нашей республики, прошли инструктаж. Все они успешно прошли ускоренный курс огневой и тактической подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудеремесе и пополнят ряды спецназа «Ахмат». Вопрос обеспечения контролируется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Бойцов провожали представители республиканской власти. Воюем мы с сатанизмом в прямом смысле этого слова. Вы все это знаете, видите и прекрасно понимаете. С начала военной операции глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров основную, так скажем, нагрузку этой военной операции взял на свои плечи, отправляет туда именно сотрудников подразделения, которые расположены и дислоцируются в Чеченской Республике, а также добровольцев со всей нашей необъятной страны Великой России. Уже тысячи таких же наших братьев, бойцов по оружию участвуют или участвовали в зоне проведения специальной военной операции. Сотрудники 96-го полка оперативного назначения Росгвардии выехали в зону проведения специальной военной операции. Они уже неоднократно принимали участие в освобождении стратегически важных объектов и населенных пунктов в зоне СВО. Бойцы проведут ротацию со своими сослуживцами на одном из ответственных участков фронта. Подразделение имеет богатый воинский опыт, а многие из них удостоены высоких государственных наград. Репортаж Луизы Киндаровой. Раннее утро, на часах 5 утра, а эти храбрые бойцы показывают полную готовность защищать интересы своей родины. С момента начала специальной военной операции 96-й полк 7-й раз отправляется на передовую. 96-й полк оперативного назначения – один из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии. Военнослужащие полка блестяще выполняют самые сложные боевые задачи и достигают больших успехов на ответственном участке фронта. Такая высокая эффективность подразделения связана с тем, что многие бойцы имеют за плечами богатый боевой опыт. Товарищ полковник, личный состав 96-го полка для ротации по строям. Докладывает начальник штаба полковник Исламгириев. Вольно! Вольно! Салам алейкум! Командир 96-го полка Магомед Тушаев был в числе первых, кто вместе со своим подразделением выдвинулся в зону боевых действий. Под его грамотным руководством бойцы освободили от украинской оккупации десятки населенных пунктов и стратегически важных объектов. Сегодня возглавляемое им подразделение успешно противостоит украинским и натовским боевикам на сложнейших участках фронта. Там 7-й раз чудо, что 96-й полк, военмахари, региональный общественный фонд Кюгелхой, мехкнан амандус, он ешь поддержку
Моссоман тахт, юрчунс, куаг юрчунс, Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, ну, вай мехдас, вай дикваш, вай Рамзан, ажу, любой мехтавайт, илна задач хочирёс, дух. Харазнитсяс митча мехтаяла. Дала вай эрмелва, вай нохчи, кунх, яхьел, мерик энди, шейц инах, шефусмах, вай туламан, байрак, я соборла. Ахмад! Такбир! Личный состав этого подразделения насчитывает около 1500 бойцов, которые регулярно работают над улучшением своих навыков ведения боя. В целом, 96-й полк способен выполнять боевые задачи в любой точке мира. В настоящее время все силы и средства подразделения направлены на участие в специальной военной операции на территории Украины. Бойцы готовы бороться против нацизма и западной идеологии. любой месте учех дордухой да мула. Вайн дебелин бол не уйшах бакырбу да мула. Толам стадорду иншаллах. Ахмад сила Аллаху акбар. Насра алхамдулилlah дики ой да мула. Макшмаш та дерзду. За харбуч вас козлуч во. Штарсан гендерсон улега лава командиру. Дадилан коч да بچه اللي چق داخل دال مغلا بچه انت اخي تن قدع بول وي بجرش انت اخي تن چق دال ريزه دو دال مغلا قدع اشت طولم سعد يزردو جيرزنس تكنيك تن مصوما الحمد لله توام بو ويش ما داستون مصوما رمضان احماتوش هذا شتوت وون داش تون مصوما ده چق داخل خاص سعد يزردو. После проверки готовности каждого бойца построение закончилось указанием важных заданий и напутственными словами командира части. Военнослужащие заняли свои места и тронулись в путь с верой в победу. Луиза Киндарова, Саидали Ампукаев, Саидселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. По поручению Рамзана Кадырова руководящий состав в зоне специальной военной операции ознакомился с условием несения службы сводного отряда «Ахмат», а также удостоверились, что парни обеспечены всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая вооружением. Лейла Муртазова с оперативной сводкой с передовой. Полная бдительность и готовность противостоять любому вражескому вмешательству сопровождает бойцов сводного отряда МВД «Ахмат», находясь в зоне своей ответственности. Здесь работает сильная команда, каждый в ней выполняет свои обязанности, что способствует эффективному ведению боя. Посмотреть, как протекает боевое дежурство правоохранителей, на позициях прибыли командир батальона «Юг» Ахмат Муса Иблаев и начальники отделов МВД по Шелковскому и Нажаюртовскому районам Чеченской Республики Рустам Геремеев и Мурат Чалаев. На месте руководящий состав ознакомился с условиями несения службы отряда и убедились, что бойцы имеют все необходимое, начиная от продуктов питания и заканчивая вооружением. Все те задачи, которые поставлены перед нами, наш дорогой брат, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович, будут выполнены в полном объеме любой ценой. Мы прекрасно знаем, за что мы воюем. Мы прекрасно знаем, против какого зла, против какой нечисти мы воюем. Цель ясна, враг известен. Иншаллах, очистим этот мир от всякой нечисти. Ахмад сила Аллаху акбар. В зоне проведения специальной военной операции сводный отряд действует совместно с батальоном «Юг» Ахмат. Любая поставленная перед ними задача благодаря грамотному взаимодействию выполняется максимально результативно. Лейла Муртазова, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Ежегодно проводится замечательная акция для детей под названием «Утренний намаз», инициированная Министерством по делам молодежи. В рамках нее каждый ребенок в возрасте до 14 лет, совершающий намаз в течение месяца Рамадан в столичной центральной мечети сердца Чечни, будет вознагражден ценными призами. Лейла Муртазова о том, как проходит акция. С
призыва муадзина на утренний намаз спешат молодые люди, которые на протяжении месяца усердствовали в совершении обязательной молитвы в мечети. Один из таких является 11-летний Абубакар Касумов. Он ежедневно вместе с сверстниками и взрослыми встречается в едином строю, чтобы исполнить долг мусульманин. Началом этого благого дела стала запущенная Министерством Чеченской Республики по делам молодежи акция «Утренний намаз» в честь священного месяца Рамадан. Присоединиться к ней мог каждый ребенок в возрасте до 14 лет. Условия участия с одной стороны просты, с другой полезны. Это совершать утренний намаз ежедневно в центральной мечети сердца Чечни, а после отмечаться у сотрудника. Акция «Утренний намаз» – это ежегодная акция Министерства Чеченской Республики по делам молодежи, инициирована главой Чеченской Республики Расиром Ахматовичем Кадыровым. В этом году по инициативе Ахмата Кадырова акция проводится в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, привития им духовных ценностей. Человека, как мы знаем, надо воспитывать с раннего детства, и поэтому руководство республики, в частности, Министерство по делам молодежи в лице Ахмата Кадырова не остается в стороне. Это наша прямая обязанность воспитывать подрастающее поколение. В конце месяца подведут итоги акции, выберут участника, который наиболее усердствовал в намазе и соблюдал все условия. Награждение за богоугодное дело станут ценные подарки, способные обрадовать любого мальчика. Лейла Муртазова, Саидселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Для детей, погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов и детей, участников СВО, провели развлекательное мероприятие. Акция посвящена предстоящему празднику Идаль-Фитр. Каждый ребенок выбирал аттракционы по своему вкусу. Качели, карусели, машинки и многое другое. Они могли кататься на всех бесплатно и без ограничений. Мадина Нусалчиева об эмоциях детей. Очередная благотворительная акция уже в столь полюбившемся активити-парке Вингивиль. Такой подарок к празднику Ид-Аль-Фитр подготовили для деток, погибших при исполнении сотрудников и членов специальной военной операции. Акция по инициативе Ахмата Кадырова проводится на регулярной основе. Также нашими активистами разных организаций было проведено множество мероприятий, множество акций, приуроченных к священному месяцу Рамадан. Пусть Всевышний примет от нас все наши благие деяния. Также в организации праздника приняли участие Фонд поддержки СВО «Защитники Отечества», МВД по Чеченской Республике и Управление Росгвардии по региону. Программа для малышей насыщенная. Сначала горки, Вингивиль – самый большой их выбор. Батуты, полосы препятствий, бассейны с шарами, а также игровые автоматы. Потом танцы и различные конкурсы. Все, чтобы маленькие посетители остались довольны. И это удалось. Долго задерживаться на одном месте у маленьких посетителей нет времени. Надо успеть опробовать все. Игровые площадки сконструированы с соблюдением всех необходимых требований и правил безопасности, а за каждой горкой закреплен наблюдающий и по совместительству инструктор. Родители спокойны, а дети счастливы. Сюрпризы не заканчиваются. Сейчас по плану у ребят перерыв на обед, а после их ожидают подарки от организаторов мероприятия. Мадина Нусалчиева, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Стартовала посевная кампания яровых культур. В этом году площадь посева в республике превысила 300 тысяч гектаров. Аграрии обеспечены необходимой техникой, семенами и минеральными удобрениями для эффективной работы. Среди яровых культур важное место занимает лен. Так, в Грозненском муниципалитете рядом с селом Керл-Юрт производится посев льна. О технологии его возделывания поделится Валентина Гусевская. Сезон сельскохозяйственных работ в Чеченской Республике начался с хорошими перспективами. В этом году посевная площадь на различные виды культур в регионе составляет 304 тысячи гектаров. В Грозненском районе близ села Керла-Юрт на площади 2800 гектаров сеют семена льна. Процесс разделили на 4 этапа. В первую очередь поле вспахивают, затем с помощью культиватора убирают сорняки и выравнивают почву.
Пока на одном поле идет вспашка, на другом лен уже начали сеять по расчету 70 килограммов семян на 1 гектар. В этом году семена свои же, собранные в прошлом сезоне. Распределяют их посевным комплексом. Процесс работ контролируют сами трактористы. Алихан Юнусов, водитель трактора уже 5 лет. Каждый день на поле проезжает примерно 50 километров. من الملاحظة هي شيء تواسع تراكترشن خويرز أرشيال هور تراكتر يوهر ساتر بس برواش ما يوش أوبتول سخل شيء هو يشواس يشرك رابسيو почти دو جرق داندر تا رابسي ين دوش تو почти كلون رابس جروح يرق دين هتأحر لون يريسين هريش دارتا هرينا انت Завершающий этап – раскатывание почвы для плотной сцепки семян с землей. На весь процесс посева уходит 1 неделя. При благоприятной погоде уже через 3 дня вырастают небольшие побеги высотой примерно 1 сантиметр. Лен – одно из самых неприхотливых растений. Однако, чтобы сохранить и повысить урожайность, в процессе роста его удобряют, чтобы защитить от сорняков и вредителей. Собирают лен в июле, когда созревают семена. Покупают семена льна как в республике, так и за ее пределами, где и перерабатывают. Чаще всего приобретают сырье для изготовления масла. Валентина Гусевская, Сайдали Ампукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.